Так, здравствуйте, уважаемые коллеги, учителя, наставники наших олимпийцев, а может быть даже сейчас и присутствуют сами участники Олимпиады, которые выполняли олимпиадные задания, их родители. Цель нашей сегодняшней встречи – проанализировать ход выполнения заданий интернет-олимпиады, так и наметить планы на будущее, чтобы Олимпиада проходила еще лучше и задания стали самыми разнообразными и помогли бы учащимся понять суть, особенности олимпиадных заданий и подготовиться к выбору будущей профессии, потому что многие хотят стать медиками, работать в сфере медицинского, в области медицинской сферы. Так, но задания как раз вот связаны были с тем, чтобы подтолкнуть учащихся к тому, насколько очень важно разбираться во всех направлениях сложной такой биологической науки. Задачами интернет-олимпиады стали обеспечение условий понимания обучающимся прикладного значения знаний по биологии, экологии, безопасности жизнедеятельности для лечебной и профилактической медицины, для организации здорового образа жизни. Это расширение представления обучающихся специфики медицинских знаний, развитие творческого потенциала обучающихся, интересующихся медициной. Нужно сказать, что это у нас вторая интернет-олимпиада. Первая олимпиада проходила в далеком 2016 году. И вот спустя такой 5-летний промежуток времени мы решили ее возобновить. Организатором олимпиады стал Коми Республиканский институт развития образования, и особенность Олимпиады была в том, что она проходила в 2 дня, 21 декабря и 22 декабря. Почему так произошло? Потому что задания олимпиадные для 9 класса и 10-11 класса, да, они где-то различались, где-то были похожими по своему содержанию. Первоначально мы планировали, что в Олимпиаде примут участие школьники 9 и 10-11 классов, но затем по решению организационного комитета участниками Олимпиады стали также и студенты профессиональных организаций нашей республики, которые не получают специального медицинского образования. Нужно сказать, что из 20 муниципалитетов в Олимпиаде приняли участие школьники только 9 муниципалитетов. И таким образом студентов и школьников было у нас 188 участников. 5 лет назад было 380 человек. Но, видимо, сейчас сочли нужным принять участие только те, кто наиболее подготовлен, чтобы не краснеть. Подготовку учащихся к Олимпиаде обеспечивали 34 педагога. Наибольшую такую вот активность познавательную проявили учащиеся и педагоги города Воркуты. Принимали у нас также участие школьники из Инты, 29 человек, из муниципального образования Печора, так. Далее Сосногорск, школы номер 1 и 4, Сыктывкар, 28 участников, так, Сыктывдинский район, участники из сел Яснок и Иб, так, Сысольский район, Усинск, Ухта, Уссылимский район. И из профессиональных организаций приняли участие 23 студента. Остановимся на требованиях, которые предъявлялись к проведению Олимпиады. Нужно сказать, что здесь были отмечены в ходе анализа ответов учащихся даты регистрации входа, даты регистрации выхода, были отмечены нарушения. Но предполагалось, что все у нас учащиеся начнут выполнение олимпиадных заданий в 10 часов с момента регистрации.
Но затем у нас тоже произошли корректировки, и зарегистрироваться можно было раньше, так, но в день проведения Олимпиады задания были открыты ровно в 10 часов. Раньше, конечно, нельзя было ознакомиться с этими заданиями. Так. Ну вот кто-то зашел в 10 часов, зарегистрировался, и где-то в среднем вот в 10:20 началось выполнение олимпиадных заданий. Это с учетом того, что было затрачено время на регистрацию. Если же регистрация была проведена раньше, то буквально там с 10 часов 05 минут начиналось уже выполнение олимпиадных заданий. Часть педагогов созванивалась со мной и спрашивали, можно ли мы начнем не в указанное время, потому что где-то контрольные мероприятия проходили, где-то у нас не совпадало расписание со сроками, с временем начала нашей Олимпиады. Но вот для того, чтобы все-таки мы начинали в следующий раз ровно вот в то время, которое обозначено, конечно, да, во-первых, мы перенесем нашу Олимпиаду на где-то на конец ноября, начало декабря, где-то вот в такие вот сроки, чтобы не в конце это происходило месяца, потому что, да, конечно же, в этот дни происходят какие-то контрольные процедуры всегда. Но по положению регламентировалось, чтобы был издан приказ по образовательной организации, кто назначается ответственным за проведение Олимпиады, какие кабинеты выделяются для того, чтобы учащиеся могли зайти с какого-то компьютера, ноутбука в систему заданий. Мне вот кажется, что вот такого вот не было приказа в ряде образовательных организаций, а ведь потом самому педагогу как-то придется подтверждать как-то документально, что при составлении своего портфолио, что он принял участие в организации, в подготовке школьника к Олимпиаде. И отсутствие вот таких вот нормативных документов, они, конечно же, вполне возможно, внесли какой-то свой такой вот диссонанс в организацию Олимпиады. Ведь, например, единый государственный экзамен начинается вовремя, да, независимо от того, где какие там у нас мероприятия происходят. Так и здесь. В следующем нужно вот постараться нам начинать какое-то определенное время дружно всем. Примером того, что вот неудачное вступление в Олимпиаду показала одна из учениц. Она начала выполнять задание в 12:50. И, к сожалению, конечно же, к часу, к 13:00 она не успела выполнить все задания. И показала низкий результат. Это позднее вхождение было в одной только школы. Другой эпизод у нас был связан с тем, что одна из учениц, грубо говоря, так, она была дисквалифицирована и исключена из рейтинга. Какая случилась ситуация? Я повторяю, что у нас идет фиксация начала выполнения заданий и завершения выполнения заданий. И вот эта вот ученица одной из школ, она начала выполнять олимпиадные задания где-то в 12:26, что-то, 12:20, допустим, после того, как все ученики этой школы, этой образовательной организации завершили выполнение олимпиадных заданий. А она в 12:20, допустим, только приступила к этому, к Олимпиаде, да, и за 10 минут выполнила все задания, набрав максимальное количество баллов. Но это вообще нереально выполнить за 10 минут 60 заданий, которые различаются по степени сложности. И по решению организационного комитета она была дисквалифицирована. То есть нужно строго соблюдать временной регламент. И на следующий год, если будет грубые нарушения временного регламента, такие учащиеся будут дисквалифицированы. Это вот нужно иметь в виду. Другой еще вариант. Какие еще были нарушения во время регистрации? При регистрации дети ограничивались указанием только фамилии и имени,
отчество не писали. Должны были указать имя, фамилию, имя, отчество своего педагога. Тоже не указывали, ограничивались только фамилией и инициалами. Неправильно пишут название образовательной организации. Вот это тоже такие вот моменты, они указывают на низкий уровень такой вот культуры заполнения специфических документов. И нужно приучить школьников, выработать у них такой вот навык, чтобы, ну, когда не знают название улицы, дом, квартиры, где живут, чтобы точно знали, как называется их образовательная организация. Какие там МАО, МБОУ или еще какие-то другие сокращения, так, но чтобы писали полностью название образовательной организации в соответствии с уставом. Когда пишут по-разному название образовательной организации, то это затрудняет систематизацию результатов по муниципалитету, по отдельно взятой школе. Вот такие вот моменты организационного характера. Но мы надеемся, что члены организационного комитета надеются, что при выполнении заданий дети не пользовались другими какими-то сайтами при выполнении олимпиадных заданий. Так, они соблюдали принцип академической честности, то есть не общались друг с другом во время выполнения заданий. Ну, конечно, дети есть дети, не за всеми уследишь. Иногда вот так вот бывает, что дружненько 3 подружки вошли в систему, дружненько закончили в одно и то же время и дружненько получили все одни и те же баллы. Ну, что ж, ладно, это у нас такая вот олимпиада, заочная. Ну, перейдем теперь к характеристике заданий. Само содержание заданий не выходило за рамки школьной программы, и сложность задания могла определяться чисто только субъективно для ученика, знает он, не знает, умеет, не умеет. Так? И сложность зависела от того, какой вид задания нужно было выполнить. Теоретическая часть предполагала тестирование, выполнение заданий различного уровня сложности с выбором одного ответа, нескольких возможных ответов, которые нужно было расположить согласно логике действия на соответствие. Но в теоретическую часть у нас также попали и задания для работы с рисунком, которые должны были бы входить чисто в практическую часть. Нужно сказать, что при составлении заданий мы, конечно же, исходили еще из того, чтобы можно было их легко проверить компьютерным способом. У нас не было заданий, которые бы требовали самостоятельного развернутого ответа. Это бы спровоцировало там другие технические сложности и затруднения объективности проверки. А так, когда у нас в компьютерной системе все четко проявляется, указываются правильные ответы, неправильные, выписывается в логической последовательности или хаотично, все это уже компьютер отмечает. Задания, посмотрим задания, какие были. Мы их сейчас объединили по группам, в такой вот рассмотрим такую систему. То есть, конечно же, задания с выбором одного ответа, они обычно предусматривают знание понятий и терминология. И здесь довольно-таки высок был процент правильных ответов. В 9 классе до 70%, в 10-11 классе до 90% правильных ответов. В 10 классе, в 10-11 классах мы применили такой вот прием, что нужно было заменить выделенный термин на правильный. То есть показан термин, например, вот порез, так, а определение дается совершенно другого термина – кровотечение. Вот нужно было порез заменить на слово кровотечение и так далее. Следующая группа заданий
была направлена на проверку знаний основ анатомии человека. Здесь я показываю задания, которые были представлены как в теоретической, так и в практической части. Так, и нужно отметить, что здесь процент выполнения таких вот заданий, он колеблется в пределах 50%, как в 9 классе, так и в старших классах. Стопроцентное знание только показали вот учащиеся 10-11 классов, они четко знают, какие есть виды кровеносных сосудов. Сложность вызвало задание по характеристике осанки. В 9 классе нужно было определить вид осанки. Правильных ответов было всего 14%, а старшеклассники, выпускники, они определяли способ определения осанки. Ну вот было представлено вот эта вот иллюстрация из школьного учебника, так, и нужно было определить, какой же способ здесь, что определяется при помощи данного способа: окружность талии, ширина спины, так, или, например, это тип осанки. Знание типа осанки показали 40% учащихся. Такие рисунки довольно-таки широко представлены в учебниках самых разных авторов. А осанка – это основа нашего здоровья, будем так говорить. Так. Следующая группа понятий довольно-таки обширная. Это были задания, направленные на проверку биологии паразитических организмов, на установление соответствия между паразитом и его промежуточным хозяином. Значит, был дан перечень паразитов, и нужно было установить соответствие между паразитом и его промежуточным хозяином. Или вот, например, здесь нужно было определить возбудителя заболевания сонная болезнь. Ну, посмотрим, пожалуйста, на проценты, которые характеризуют знания учащимися особенностей биологии таких паразитических червей, как аскарида, печеночный сосальщик, бычий цепень, свиной цепень. Не очень высокие баллы. Так, знание основ гигиены. Следующий блок понятий. И нужно обратить внимание, что очень сильно очень варьируют данные о том, как школьники понимают знание основ гигиены человека. Проверялось знание температурного режима, температурного воздушного режима, температуры водоемов, когда разрешено купание. Это вот вызвало у старшеклассников сложность задания на определение правила первичного использования зубной щетки с искусственной щетиной. Ну, а по сравнению с девятиклассниками, старшеклассники знают правила гигиены при работе на компьютере 91%, а у девятиклассников там, наоборот, зеркальное отражение, наоборот, 19% девятиклассников знают правила гигиены работы на компьютере. Следующая группа понятий – это знание факторов, укрепляющих или ослабляющих здоровье человека. Здесь нужно сказать, что эти знания, они очень тесно сопряжены как с биологией, так и с основами безопасности жизнедеятельности. Ну, вот, например, учащимся было предложено записать название ядовитых растений, которые произрастают в Республике Коми. Такого рода задания были как и в 9 классе, так и в 10-11 классах. Были у нас также ряд заданий на понимание биологической роли различных химических элементов и химических соединений. Группа заданий, направленных на проверку знаний признаков степени тяжести поражения организма и действий оказания первой медицинской помощи.
Тоже обращаю внимание, что правильные ответы довольно-таки очень широко варьируются от очень низкого, например, 20%, да, 22 где-то процента, это могут установить тяжесть поражения по перечисленным признакам. Так, ну вот, далее знают единицы измерения площади ожога, знают признаки остановки сердца, очень хорошо, так, и умеют установить взаимосвязь между травмой конечности, так, и степенью поражения других органов и тканей. Сумели определить по особенностям анатомии глазного яблока вид нарушения зрения. По рисункам хорошо определяют, какую первую помощь нужно оказать при повреждении кровеносного сосуда. Виды повязок определяют хорошо. Так, ну вот следующая группа заданий – это знание действия оказания первой помощи. Так, здесь нужно, для того, чтобы правильно выполнить эти задания, нужно включать логическое мышление, так, и не просто выбрать какие-то там действия, а нужно было расположить эти действия в логической последовательности. И ответы здесь довольно-таки различны. Ну вот обратите, пожалуйста, внимание, что при обморочном состоянии, как оказывать первую медицинскую помощь, здесь, в принципе, знания девятиклассников и старшеклассников не различаются. Так, ну вот наибольший процент правильных ответов был дан на задание о действии при отравлении угарным газом. 71% это ответы девятиклассников, 80% ответы старшеклассников. Правила переливания крови базировались на знании особенностей групп крови. Здесь ответ правильный, 53%. Ну, как видите, вот очень мало таких заданий, которые были бы выполнены где-то на 80%, на 90%. Одно единственное задание о видах кровеносных сосудов на 100% было выполнено. Больше нигде нет заданий, выполненных на 100%. Правильно. Конечно же, исторический блок медицинский, он очень интересен, и, наверное, в следующий раз мы его расширим. Это было знание о роли ученых в разработку каких-либо гигиенических правил. Ну, в данном случае речь шла о Сеченове, как разработчика теории «Организм – единое целое». Об использовании споры плавунов в фармакологии, исторический такой вот момент, об использовании мха сфагнума как антисептического средства. В следующем году мы планируем с авторами заданий усложнить эти задания и затем, может, даже увеличить количество заданий, потому что в основном, даже учитывая регистрацию, задания выполнялись в основном около 2 часов. И, может быть, мы сократим ту часть тестовую, где нужно выбор одного ответа, и расширим ту часть заданий, которые требуют выбора множественного ответа и на соответствие. Так, что же в итоге получилось? Я уже сказала, что количество высоких баллов у нас было очень мало. Вот как у нас распределились баллы. Посмотрите, пожалуйста, количество баллов 70% в 9 классах не набрал никто. То есть, таким образом, получается, что в 9 классах у нас нет победителя. Согласно положению, победителем признавался тот участник, который набрал 70 баллов и более. И вот в 9 классе таких нет. Но зато посмотрите, в 10-11 классах таких учеников очень много. В чем причина такой вот большой разницы? Ну, здесь я, наверное, буду говорить только о том, что эта причина заключается в противоречии между теми дистанционными технологиями, которые применялись вот как раз в 20-21 годах, когда
по биологии в 7-8 классах. Да, как раз шло формирование вот тех понятий, которые касались бы гигиены человека, знания жизненных циклов различных организмов. Также небольшое количество учеников, которые у нас стали призерами в 9 классах, обратите, пожалуйста, внимание, да, ну, призеров, которые набрали до 70% правильных ответов, у старшеклассников больше. Ну и у нас повторяется здесь закон, известный биологический, да, что учащихся, которые бы набрали меньшее количество баллов, так, их здесь также и немного. Так, что же в итоге? Что же в итоге? Кто же у нас является победителями интернет-олимпиады? Они набрали больше 70%, далеко за больше. Так, это у нас Ляпичева Александра Павловна, 102 балла из 111, учащаяся из Воркуты, учитель Артем Владимирович Ходько. Далее разделили успех с Ляпичевой, это Свиридов Евгений Олегович, так, учащийся из города Инты, учитель Виктория Владимировна Кибиткина, так. И ее же еще второй ученик, это Жигулин Иван Алексеевич. Так, меньше, те, кто уже набрал меньше 102 баллов, они стали призерами. Так, ну, в 9 классе победителей нет, поэтому мы сразу говорим о призерах второй степени. В 9 классе это Вокуева Александра Ильинична, так, воспитанница Виктории Владимировны Кибиткиной из города Инты, а в 10-11 классах это стали 2 ученика. Один ученик из Воркуты, Скопинцева Дарья Константиновна, так, и Рокин Егор Сергеевич из города Усинска, учитель Татьяна Николаевна Васильева. Так, призеры 3 степени. Так, в 9 классе Зубова Анастасия Александровна, учитель Виктория Владимировна Кибиткина. В 10-11 классах, так, Татьянкина Алина Максимовна, так, ученица из средней общеобразовательной школы села Визинга, учитель Светлана Александровна Голосова. Козяева Екатерина Викторовна, так, 100 баллов набрала из 111, из города Инты, учитель Виктория Владимировна Кибиткина. И Дмитриева Валерия Александровна, учащаяся из города Воркуты, учитель Артем Владимирович Ходько. Вот посмотрите, пожалуйста, какая такая, что ли, борьба, острая борьба была среди старшеклассников. Победители имеют 102 балла, так, а призеры имеют, соответственно, 101 балл и 100 баллов. Вот такая вот честная конкуренция. А вот у учащихся 9 класса, да, баллов было набрано очень мало. Победители будут награждены дипломами победителя, так, который будет выписываться Коми Республиканским институтом развития образования, подписывает ректор Китайгородская Галина Владимировна. Призеры также будут награждаться соответствующими дипломами. Всем остальным участникам будет выписан сертификат участника. Нужно сказать, я вас предупреждаю о том, что все наградные документы сейчас находятся в оформлении. Так? Согласитесь, 188 нужно оформить наградных документов. Согласитесь, это непростой труд. Так? И у нас по положению выдача наградных документов будет проходить, надеюсь, что мы все успеем сделать, до 15 февраля 2022 года. И затем уже все эти наградные документы будут отправлены на электронный адрес участника Олимпиады. Очень надеемся, что все электронные адреса написаны правильно, чтобы они не ушли куда-либо в другую сторону.
Так. Ну и будут также отмечены благодарностями те преподаватели, которые подготовили победителей и призеров интернет-олимпиады. Очень большое спасибо Кибиткиной Виктории Владимировне, Ходько Артему Владимировичу, Васильевой Татьяне Николаевне, Голосовой Светлане Александровне. Данная олимпиада имеет для всего педагогического сообщества очень большое значение. Мы таким образом определяем те направления, в которых нужно развивать, совершенствовать подготовку школьников вообще к любым интеллектуальным конкурсам и к медицинской олимпиаде в частности. Если у кого возникли вопросы, так, вы можете обращаться по электронной почте, так, ко мне, Новиковой Ирине Дмитриевне, или звонить по телефону 8 82 12 28 60 11, внутренний 318. И вот не знаю, на что мы здесь сможем с вами обратить внимание, потому что самих работ я не видела, они все где-то там в электронной форме. У нас выдается только общая сводная таблица, компьютер проверяет соответствие с нашими указаниями. Так, а специалист у нас еще был Юрий Васильевич Шорохов, который длительное время работал и в Сыктывкарском медицинском колледже. Сейчас он принял активное очень участие в разработке олимпиады и подготовке ее аналитического отчета. То есть я жду от вас вопросов каких-либо, какие у вас возникли вопросы. Так, может быть, рекомендации на следующий учебный год от вас какие-либо последуют в плане подготовки, организации и проведения олимпиады. Спасибо за внимание. До свидания.